Искренние, яркие, идущие из глубины души, строки Владимира Саблина давно нашли дорогу к читателю. С 1960 года поэт публикуется в газете «Советская Абхазия». Подборки его стихов неоднократно помещались и в журнале «Сухум Агуа». Произведения Саблина получали и литературную премию этого журнала. Абхазия моя, земля моя родная, я твой неблудный сын. Я твой любимый сын. Ведь где бы ни был я, но горы, вспоминая, я чувствовал всегда, я в мире не один. Что я не одинок, коль ты в душе хранима. Владимир Саблин родился в Сухуме. Выпускник военного авиационно-технического училища, служил в советской армии. Работал радиотехником в научно-исследовательском институте акустики. Он из тех мастеров русского поэтического слова, кто, свободно владея литературным ремеслом, стремится к глубине и лаконизму лирического образа. В некоторых стихах поэта звучат отголоски его внутреннего мироощущения. Такие же теплые поздравления звучали сегодня и в адрес юбиляра. От всей души его поздравляю. Он частый гость нашей библиотеки. Надеемся, что еще долгие годы он будет нашим активным посетителем и будет удивлять своим интересным творчеством. Владимир Саблин, как поэт, впервые широко и мощно заявил о себе на конференции, проходившей в 1995 году в Санкт-Петербурге. Он является автором таких сборников, как «Пещерный жемчуг», «Между добром и злом», «Познай свои печали», «Поэма ночи», изданных в Сухуме и Воронеже. В том, что я начал печататься в газетах наших абхазских, сухумских, помогал мне Мушни Ласурья. Он такую мне помощь делал, что первые 3 книжки, тоненькие, маленькие, первые книжки, за его заботу обо мне издал, помогал. Он уже был известным писателем. 3 книги помог издать, первые книги. В последние годы в творчестве поэта все более ощутимым становится тяготение к сложным и противоречивым проблемам познания сути бытия, смысла человеческого существования. Ни один зверь, ни кит, ни слон, никто не имеет души. Только человеку душа дана. Только человеку. И какое наше обязательство хранить в душе только что-то чистое, доброе, национально храброе и так далее. Почему? Если хоть одно пятнышко черное будет на душе, это великий грех. В этот день в Национальной библиотеке звучало много стихов и поздравлений. Несмотря на то, что юбиляру исполнилось 94, он полон сил и творческих планов. Читатели тепло отзываются о творчестве поэта и с нетерпением ждут его новых произведений. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.